Свое 95-летие 10 октября отметил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сорокваша. Михаил Иванович родился в селе Плавно Климовского района Брянской области. В 43-м был призван в армию и направлен в учебный полк в Брянске. Будущий герой войны обучался на сержанта пехоты, а в 44-м был направлен на Третий Белорусский фронт. Михаил Сорокваша участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы, взятии Восточной Пруссии. В конце мая 1945 года его 39-ю армию перебросили в Монголию на границу с Китаем. Командир отделения пехоты Михаил Сорокваша участвовал в разгроме Квантунской армии и освобождении Порт-Артура. Михаил Иванович награжден орденами и медалями. В прошлом году ему было присвоено высшее почетное звание Республики Коми «Почетный гражданин». Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске прошли учения по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций. Согласно легенде, произошло разрушение теплоэлектроцентрали. В результате аварии город остался без отопления и электричества. На самом же предприятии несколько пострадавших. Провели мы эвакуацию сотрудников рассредоточения, провели эвакуацию пострадавших, оказание им первой помощи и условно приступили к определению состояние оборудования для того, чтобы в кратчайшие сроки возобновить теплоснабжение города. Во вторую очередь уже электроснабжение. К предприятию стянуты все экстренные службы Сосногорска. Медики оказывают помощь пострадавшим, пожарные готовятся приступить к ликвидации возгорания. В это время в городе работает оповещение. Сначала срабатывает региональная система, затем местная. Были задействованы автотранспорт с громкоговорящими устройствами, то есть у нас у каждого автотранспорта разработан свой маршрут оповещения, принимали участие и полиция, и пожарная охрана. В сельских населенных пунктах у нас с этим работают старосты, которые выходят на свои маршруты, также разработанные с индивидуальными системами оповещениями, такие как электромегафоны, ручная сирена и также подворовой обход. Как отмечают специалисты Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, учения прошли успешно. Все службы подтвердили свою готовность встать на защиту сосногорцев. По итогам тренировки, в общем-то, формирование показали то, что они готовы, в общем-то, к действиям по предназначению. Ну, что можно сказать? То, что вводно было очень-очень сложное, поэтому чисто практическое проведение ликвидации таких чрезвычайных ситуаций – это долгосрочная работа. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском филиале общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия, посвященная борьбе с оборотом наркотиков. Горожане получили возможность задать вопросы, касающиеся одной из главных проблем современности. Например, куда обратиться с информацией о распространителях или потребителях наркотических веществ? И может ли заявитель рассчитывать на анонимность? О всех имеющихся фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, также в общеуголовной сфере, граждане круглосуточно могут позвонить на телефон дежурной части, как у МВД России по городу Сосногорску, через 02, через службу 112 со своего мобильного городского телефона. Данная информация по желанию заявителя может остаться анонимной, то есть гражданин имеет право не представляться, а сообщить. Любая информация проверяется в установленные законом сроки. Соответственно, как только данную информацию мы получаем, незамедлительно начинаем в этом направлении работать. От проблем с наркотиками не застрахован никто, в том числе подростки. Если родители заметили в поведении или тем более физическом состоянии ребенка странности, то с ним обязательно нужно провести серьезную беседу. Если она не увенчалась успехом, необходимо обратиться к специалистам. Во-первых, прием будет анонимный, так как это всего лишь консультирование. По окончании консультирования законному представителю либо родителям выдается бесплатно тестирование, тесты экспресс на содержание наркотических веществ. Третий момент. Если после консультирования с родителями подросток согласен побеседовать со мной, лично приходим, договариваем время, так чтобы народа не было. Соответственно, выясняем проблему.
в связи с чем употребил, что употребил, какие мотивы были на употребление. Сразу говорю, постановки на учет данный подросток не требуется. Никаких социально-правовых ограничений ребенок не понесет. О пагубном влиянии наркотиков сосногорские полицейские рассказали и учащимся городских школ. Как отмечают стражи порядка, задача таких мероприятий не только донести до подростков информацию, но и получить обратную связь. Благодаря данным оперативно-профилактическим мероприятиям идет контакт с живой аудиторией, то бишь в первую очередь мы понимаем больные места, то, что сейчас в подростковой среде происходит. Даем им какие-то, скажем так, фундамент знаний для того, чтобы, столкнувшись с данным, скажем так, с данной проблематикой, чтобы они смогли сделать правильный выбор и не пойти на дорогу, скажем так, правонарушений в данной сфере. Во время встреч ребятам рассказали о том, чем вредны наркотики и опасны люди, их употребляющие. А самое главное, как не поддаться пагубной зависимости. Насчет своих сверстников, я считаю, что это было достаточно полезно и интересно, по крайней мере по той причине, что сейчас эта тема очень даже распространена среди подростков. И я считаю, что такие встречи надо проводить во всех классах. То есть не только в 9, но и в младших классах, да и в старших классах. Стоит отметить, что профилактические беседы прошли в начале октября во всех сосногорских школах. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Впервые в Сосногорске всего 2 дня та самая выставка камчатской рыбы. Знаменитая красная икра, горбуши и нерки, омуль, тунец, марлин, семга, зубатка, нежнейшая белорыбица и палтус. Ну и, конечно, чавыча, особо богатая омегой-3. Чавыча – королевский лосось, самый крупный из тихоокеанских лососей. Очень жирное и нежное мясо. Будет очень вкусно. Вся рыба росла в естественных условиях. Потребителю доставляется напрямую из Петропавловска-Камчатского. Мобильная выставка побывала во многих городах России. Покупатели ценят ее за высокое качество и большой выбор. На выставке не первый раз. Покупаю чавычу, икру покупаю, белорыбицу. Мне очень нравится продукция. Все свеженькое, все натуральное. Побаловать себя вкусной и полезной той самой рыбой Камчатки можно 12 и 13 октября в торговом центре «Галерея» на Советской, 21. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.